Адаптация и модификация в инклюзивном образовании. Адаптация в инклюзивном образовании – это изменение способа предоставления информации. Модификация в инклюзивном образовании – это изменение того, чему обучают ребенка. Давайте рассмотрим некоторые примеры адаптации и модификации. К примеру, прослушивание аудиозаписей вместо чтения текста, изучение контента из аудиокниг, фильмов, видео или цифровых носителей вместо печатных версий, работа с меньшим количеством элементов на странице, работа с текстом в большом размере шрифта, запись урока на диктофон вместо того, чтобы делать письменные заметки, получить заметки в классе от другого ученика. Аккомодация ответов меняет способ выполнения детьми заданий или тестов, отвечает карточкой или рисунком. Давать ответы в устной или письменной форме, в той форме, которая легче ученику. Диктовать ответы тьютору, который пишет или печатает. Использование калькулятора, ноутбука или компьютера. Сдавать тест или контрольную работу в другой обстановке, например, в тихой комнате, где мало отвлекающих факторов. Сидеть ближе к учителю, если ученик там учится лучше всего. Использовать дополнительное освещение или акустику. Уделение большего времени выполнению задачи или текста. Получать частые перерывы, например, после заполнения рабочей тетради. Детям, которым сложнее учиться по общеобразовательной программе, могут потребоваться изменения в самой учебной программе, которую они изучают. Это называется модификацией. Модификации включают в себя индивидуальный план ученика. Если адаптация меняет то, как учащийся усваивает материал, то модификация изменяет то, чему мы обучаем ученика и чему он должен будет научиться. К примеру, модификации можно привести такой пример. Когда ученик решает другие задания, отличающиеся от заданий для своих одноклассников, отвечает на разные вопросы теста, выполняет альтернативное задание, получает оценки, используя другой стандарт, не такой, как у других учеников, освобождается от определенных сложных заданий или предметов. Дети, получившие модификации, не должны изучать тот же материал, что и их одноклассники. Вот некоторые стратегии, которые учителя могут использовать в классе для поддержки детей. Быстрые перерывы, возможность сидеть там, где ребенку лучше и где он лучше воспринимает информацию. Частый зрительный контакт с учителем, чтобы помочь с концентрацией внимания. Подсказки, помогающие детям сосредоточиться на задании. Использование планшета или ноутбука для заметок во время занятий. Ежедневные встречи с учителем после занятий, чтобы обсудить урок.